Как известно, вот последние события, они повлияли на отношения Российской Федерации с Турцией. Мы знаем, что они стали проблематичными. Но опять-таки в тех же соцсетях, в различных мессенджерах, в интернете появились опять, ну, не знаю, слухи или какие-то вот идеи людей, что якобы Турция – это особо братское государство, особо братская страна, которая всегда оказывала такую, ну, дружескую помощь, в том числе и власти для нашей республики, нашего народа. Первым я выступил в поддержку руководства государства, когда сбили наш самолет. Ну, это моя позиция, однозначно. Ну, мы привыкли так говорить. Россия, значит, ты поддержал Россию, поддержал русского христианина. Я в первую очередь поддержал себя и весь российский народ. Не имеет значения, христиан, евреи, чечен, татары, мусульманин, не имеет значения. Мы все граждане этой великой страны. Это летчик, наш летчик, самолет, наш самолет. И в Турции проживают разные национальности, разные вероисповедания. Это их государство, а Россия наше государство. А то, что они говорят, нам помогали, с Бог, в чем? Да, история, если глубину зайти, шейх Мансур. Кто подставил шейх Мансура? Турки обещали ему помощь. Давайте начнем, мы придем на помощь. Пришли, не пришли. Когда нас выселяли, кто приехал? Полностью горный сел Чекмыршбода. Турки пришли, мы сейчас организуем нападение на Советский Союз. Вы поддержите нас, поддержим. Эти справки куда ушли? НКВД, Сталину. Когда 5000 семей наших забрали нас, мы ночи. Церковь была. С голоду умирали последние, оставшиеся добивали. Вот история, вот они, единственное, что они в начале, в первой кампании, и после первой кампании, сейчас мяч где залили фундамент. Вот Ахмад Хадж Балахош, вот Собалахош, ни руководство, никакие религиозные, общественные, коммерческие, инвестиционные, проект ночью Туркчинаяц, ни одного человека больного не приняли. Единственное, может бежать в нахциях, как и все обычно, они принимают беженцев, не только Турция, Европа, Запад, это практика такая. И за то, что они являются мусульманами, им не создали дополнительные условия. Как живут, так и живут. Лагерь. Статус, моя цель. И также чеченцы, которые выехали 150 лет ночи. Прирост чеченцев нету абсолютно прироста. И развитие сел, где они живут. Абсолютно самые нищие, самые заброшенные села. Мы привыкли говорить, Кадыров поддержал русских христиан. Ну да, пусть так будет. Я поддержал своего президента. Я поддержал свой народ и свое государство. И я готов умереть за это государство. Не имеет значения. Кто пришел войной, это значит пришел мой дом. Я гражданин этого государства. Это выбор нашего народа, моего народа. Я обязан защищать это государство. Меня религия, ислам призывает этому. Все остальное это ерунда. Покажите, докажите, какую помощь они оказали. И сколько раз они выступали против России, когда шла у нас военная кампания. Все молчали и смотрели, как шли у нас военные действия. Ни один арабский лидер не приехал. Вот сейчас в последнее время приехал король Иордании. Хабякин, и ни один человек, я говорю, не поддержал нас. Ни мечеть. Все думают, что турки построили мечеть. Да, турки построили. Их строители получали
бюджет хороший и построили нам мечети за наши деньги. Сам даже инвестиционный, вот сейчас только несколько инвестиционных проектов еле-еле дон. А в конце концов, мы создаем вам все условия, дон. Остальные, да, за наши деньги турки строители дон. И так у них большая безработица дон. Из-за того, что они строители, они приехали, построили за наши деньги. Ни одну копейку я не видел. Туда дон. Мы привыкли всегда поддаваться. Почему у нас нет слова «я»? Постоянно я гражданин этого государства. Я люблю Россию. Я здесь хочу жить, расти детей. Мне не приемлет Америка, Запад, Европа, Турция. Я никогда не буду жить в Турции. И в Европе я не буду. И арабские страны это не мое. Да, есть Макка, Медина. И Израиль, он святое место, так сказать, потому что там мечеть. Ну, там поехать жить, это не мое. Аллах создал меня в Чеченской республике. И мой народ единственный раз в жизни сделал определенный выбор, это Россия. И мы сорвались вид власти. Мы живем в правом государстве России. Я горжусь этим. Я счастлив, я горжусь этим. Это да, и все остальное это да, болтологию, конечно. Если мы будем слушать всяких так называемых, то у нас счастливого будущего не будет. Народу собака лает, караван идет. Да, мула, в грех.